Хайырлы кич, хөрмәтле тамашачылар, добрый вечер, уважаемые гости, добрый вечер, дорогие друзья. Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая открывает 7-й международный фестиваль искусств «Филармониада», который ежегодно проводится при поддержке правительства Республики Татарстан и Министерства культуры Татарстана. Завершая год культуры в России и Татарстана, в этом году «Филармониада» также станет прекрасным предновогодним подарком любителям высокого искусства, представленного самыми разными жанрами. Здесь и классическая музыка, и народное искусство, и опереты, и джаз, и хореография, и современный балет. Но, конечно, с каждым годом, расширяя не только жанровые рамки, но и географические границы, «Филармониада», конечно, представляет каждый год зрителям новые, интереснейшие концертные программы. И вот в этом году фестиваль, 7-й фестиваль, объединил под своим крылом около 250 артистов, которые приедут к нам в Татарстан из разных регионов России, из США, из Южной Кореи, из стран тюркского мира. Открывает программу 7-го фестиваля особенный концерт Государственного оркестра народных инструментов Татарстана под руководством маэстро Анатолия Шутикова. Этот концерт посвящен 85-летнему юбилею народной артистки СССР, лауреата государственных премий СССР, композитора, всеми любимого композитора Александры Пахмутовой. Сама Александра Николаевна, к сожалению, не смогла присутствовать на этом вечере, но она прислала зрителям, слушателям «Филармониады» свое видеообращение. Итак, внимание на экран. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня на этот концерт. Вы знаете, я и Николай Николаевич Добронравов, мы очень жалеем, что мы не можем быть сегодня рядом с вами. Это связано с одной ответственной, очень серьезной встречей Московской Патриархии. Встречи, которую я не могу ни отменить, ни перенести на другой день. Прежде всего, этот концерт готовился очень серьезно. Прежде всего, большое спасибо руководителю Казанской филармонии Кадиву Нуруллину за идею провести такой вечер. Огромное спасибо Ренату Закирову, с которым мы уже подружились за эти 2 года. Вот он и подготавливал этот концерт, и согласовывал со мной программу. И, знаете, и, конечно, спасибо маэстро Анатолию Ивановичу Шутикову и коллектив оркестра за то, что они подготовили такой вечер. Подготовить было нелегко. Мне еще хочется поблагодарить всех аранжировщиков. Я вообще все свои партитуры делаю всегда сама, но здесь большинство партитур этого концерта – это песни в сопровождении симфонического оркестра, эстрады симфонического оркестра. Но тех, кто подготовил следующий концерт, это не смутило. И сделали аранжировки для оркестра русских народных инструментов. Спасибо вам большое. Я верю, что мы с вами обязательно увидимся. И я, и Николай Николаевич, мы не раз бывали в Казани. Мы очень любим Казань. И будем счастливы обязательно у вас побывать, не теряя надежды. И чтобы, знаете, ну пусть начнется, и пусть хорошо пройдет концерт. Счастья вам, радости. Красавицы Казани, расцветайте дальше. Всем вам успехов и большого-большого счастья. И чтобы все-таки, ну я хоть немножко участвовал в вашем концерте, я начну концерт с одной из песен, но при желании оркестр и Анатолий Иванович Шутиков подхватят эту песню, и концерт начнется. Счастья вам, успехов и радости!
твой предан Орфей, и что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Все, как дым растаяло, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Мое сомнение тайна долгого пути. Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Зорь прощальных зарела, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви? Мое признание, песня, ставшая судьбой, боль забвения раннего знал Орфей, преданный тобой. Смолкнувшие струны оживи, сердцу вдохновенному верни мелодию любви. Итак, дорогие друзья, начиная с самого первого нашего международного фестиваля и уже по сложившейся традиции, 7-й фестиваль Филармониада 2014 открывает концерт Государственного оркестра народных инструментов Республики Татарстан. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая, профессор Анатолий Шутиков.
И сейчас, дорогие друзья, вы услышите оркестровое произведение Александры Пахмутовой с символичным названием «Русский праздник». Действительно, сегодня грандиозный праздник музыки Александры Пахмутовой. И на одной сцене сегодня одновременно будут выступать без малого 140 артистов. Александра Пахмутова, увертюра «Русский праздник» в исполнении оркестра.
Стихи Николая Добронравова «Гимн земле» исполняют образцовый детский хор ДЛИЦЕ детской школы искусств номер 4 Казани, руководитель Альбина Маликова, концертмейстер Екатерина Шатрова, Государственный камерный хор Республики Татарстан, художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Татарстана Миляуша Тамендарова, солистка Государственного оркестра народных инструментов Татарстана, народная артистка Республики Татарстан Резида Галимова.
Как молоды мы были! Солист, артист Государственного камерного хора Республики Татарстан Иван Шонин. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бесследна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. В небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя.
солист Иван Шонин. Для большинства людей Александра Пахманова – признанная королева песни. Эта миниатюрная, хрупкая и вечно молодая женщина сделала для развития песенной культуры несоизмеримо много. Ее песни пели звезды, исполняли звезды разных поколений. Сергей Лемешев и Людмила Зыкина, Муслим Магомаев и Тамара Синявская, Майя Кристалинская, Анна Герман, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Тамара Гверцетели, Александр Градский. И современное новое поколение артистов столь же талантливо и с такой же теплотой и любовью исполняет песни Александры Пахмутовой. Слова Роберта Рождественского «Девчонки танцуют». На сцену приглашается солистка Мариинского театра, лауреат высшей театральной премии «Золотой софит» Татьяна Таранец. Чуть охрипший гудок парохода уплывает в таежную тьму. Две девчонки танцуют, танцуют на палубе, звезды с неба летят на корму, а река бежит, зовет куда-то. Плывут сибирские девчата навстречу утренней заре. По Ангаре, навстречу утренней заре. По Ангаре верят девочки в трудное счастье, не спугнет их ни дождь, ни пурга. Ведь не зря звезды под ноги падают, и любуется ими тайга. А река бежит, зовет куда-то. Плывут сибирские девчата навстречу утренней заре. По Ангаре, навстречу утренней заре. По Ангаре будут новые плыть пароходы, будут годы друг друга сменять, но всегда две девчонки на палубе под баян будут вальс танцевать. А река бежит, зовет куда-то. Плывут сибирские девчата навстречу утренней заре. По Ангаре, навстречу утренней заре. По Ангаре, по Ангаре. Старый клен стучит в стекло, приглашая нас, друзьями, на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Снегопад давно прошел, словно снова в гости к нам весна вернулась. Отчего так хорошо? От
Погляди, погляди, погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Татьяна Таранец. Татьяна Таранец. Да, наверное, по песенному творчеству Пахмутовой и Добронравова можно изучать историю советской страны. Здесь и тема Великой Отечественной войны, и знаковые события мирного времени, большие комсомольские стройки, Олимпиада в Москве, спортивные баталии и, конечно же, первый полет в космос. И вот следующая песня композитора посвящена Юрию Гагарину. Знаете, каким он парнем был? Песню исполняет солист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Вадим Кравец. Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл. Пламень был и гром, замер космодром, и сказал негромко он сказал: поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над землей, словно вдоль по питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как поля родные он любил. В той степной дали первый старт земли был признанием ей в любви. Он сказал: поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над землей, словно вдоль по питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. В той степной дали первый старт земли был признанием ей в любви. Он сказал: поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над землей, словно вдоль по питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал: поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был, и смерть он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь идет на космодром. Говорит: поехали, и живой звездой
мой, словно вдоль по питерской несется над землей. Словно вдоль по питерской несется над землей. Вадим Кравец. Успех и признание Александры Пахмутовой неотделимо от творчества ее супруга, поэта Николая Николаевича Добронравова. Это гениальный творческий союз, творческий дуэт. Вот уже 6 десятилетий воспевает все самое лучшее. А все потому, что их семейным союзом движет любовь. И замечательная новогодняя песня о любви «Снегурочка» в исполнении солистки оркестра народной артистки Республики Татарстан Резиды Галимовой. Каждый раз тянула нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. La
Трава на стадионах зеленеет, а мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростнее идет. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут честолюбивые дублеры, дай Бог им лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. На верность проверяются таланты, нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Народная артистка Татарстана Резеда Галимова. Песни Александры Пахмутовой – это целая музыкальная вселенная. Из 400 песен композитора в нашем концерте прозвучат наиболее известные, популярные, песни которых знают и любят миллионы людей. И вот продолжит нашу концертную программу песня из цикла, посвященная советским летчикам. «Обнимая небо». Стихи Николая Добронравова. И вновь на сцене солист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Сергей Романов. Обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта — высота, высота, самая высокая мечта — высота, высота. Не штурвала неба крепкими руками, обойму движением одним. Ввысь летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я неотделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта — высота, высота, самая высокая мечта —
высота, высота. Обниму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, для тебя одной я их в небе собирал. Если б ты знал, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу, лишь одна у летчика мечта — высота, высота, самая высокая мечта — высота, высота. Учатся летать, им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлята учатся летать, орлята учатся летать, то прямо к солнцу в пламень алый, то камнем падая на скалы, и начиная жизнь опять. Орлята учатся летать, не просто спорить с высотой, еще труднее быть непримиримым, но жизнь не зря зовут борьбой, и рано нам трубить отбой, бой-бой. Орлята учатся летать, а где-то в гнездах шепчут птицы, что так недолго и разбиться. Ну что же нам не привыкать? Орлята учатся летать, орлята учатся летать, вдали почти неразличимы, года как горные вершины, а их не так-то просто взять. Орлята учатся летать, не просто спорить с высотой, еще труднее быть непримиримым, но жизнь не зря зовут борьбой, и рано нам трубить отбой, бой-бой. Орлята учатся летать, гудят встревоженные горны, что завтра злее будут штормы. Ну что же нам не привыкать? Орлята учатся летать, орлята учатся летать. Они сумеют встретить горе, поднять на сильных крыльях зори, не умирать, а побеждать. Орлята учатся летать, орлята учатся летать. Сергей Романов. Детство Александры Николаевны и Николая Николаевича прошли через тяготы военного лихолетия. И песни о Великой Отечественной войне, о ее героях составляют целую страницу их совместного творчества. Патриотизм, гуманизм, эти немеркнущие ценности в песнях Александры Пахмутовой именно сегодня обретают новое, современное, правдивое звучание. Сейчас вы услышите песню из кинофильма «Битва за Москву. Ты моя надежда». Исполняет солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Ирина Матаева. Слышится нам эхо давней
маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, в сердце у солдата ты моя Москва. Мы свою победу выстрадали честно, преданы святому кровному родству. В каждом новом доме, в каждой новой песне помните ушедших в битву за Москву. Серые шинели, русские таланты, синее сияние неподкупных глаз. На равнинах снежных юные курсанты. Началось бессмертие, жизнь оборвалась. Мне на этом свете ничего не надо, только в лихолетие ты была жива. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Все, что было с нами, вспомнят наши дети. Все, что потеряли, что для них спасли. Только б ты осталась лучшим на планете, самым справедливым городом земли. Только б ты осталась лучшим на планете, самым справедливым городом земли. Старых наших улиц трепетные взгляды, юных наших песен главные слова. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом нашем сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом нашем сердце ты моя Москва.
Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром стоящий. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща, здесь забытый давно наш родительский кров. И, услышав порой голос предков зовущий, серой птицы лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицы лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Многолетних дубов величавая стать, отрок ландыш тени, чей-то клад стерегущий. Дети зубров твоих не хотят вымирать. Беловежская пуща, Беловежская пуща, дети зубров твоих не хотят вымирать. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Неприметной тропой пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще. Как олени с колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща. У высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой в утешение живущих твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща, твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Ирина Матаева и образцовый детский хор «Делиция»
детской школы искусств в Казани, руководитель Альбина Маликова, концертмейстер Екатерина Шатрова. Сердце мне стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Там веками ветры, да снегами ли, там совсем недавно геологи прошли. Будем мы в поселке жить пока что не богато, чтобы взять богатство все из-под земли. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, но знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Солистка Мариинского театра Ирина Матаева. Государственный камерный хор Республики Татарстан, руководитель Миляуша Таминдарова. Дорогие зрители, сегодня состоялось открытие 7-го международного фестиваля «Филармониада». Уже завтра на этой сцене состоится Венский бал. И для зрителей «Филармониады» будут выступать, будут петь звезды театра «Московская оперетта», театра «Новая опера». Ну а сегодня звезды Мариинского театра поют в честь Александры Николаевны Пахмутовой. Завершилось первое отделение нашей концертной программы. Антракт пролетит незаметно, и мы вновь встретимся с вами в этом зале.